В Екатеринбурге прошла третья международная конференция «Женское лицо миграции. Позитивная роль женщин-мигрантов». Одна из ее участниц, Калипа Султанбаева, с 1992 года проживает в Сургуте. За это время она прошла все – огонь, воду и медные трубы. На сегодня наша героиня работает учителем начальных классов. Очень тяжелые были времена, когда и голодали мы, очень и приходилось когда-то в декретном отпуске ездить за товаром, возить эти баулы, как все мигранты, да. То есть мы пережили вот эти 90-е годы, очень сложные года. Вот. Конечно, мы ехали не за тем, чтобы, вот, например, там долго вот так вот прожить жизнь, да. Вот в этом году мне исполнится ровно 29 лет, как я живу уже в Сургуте. А на сегодня какие проблемы существуют, связанные именно вот с женской миграцией? Женская миграция. Ну, вот на сегодняшний день, вот даже сегодня уже с утра мне звонили, да, у нас насилие есть. Чужая территория, да, для них, вот мигрантов, которые на сегодняшний день не имеют ни гражданства, ничего, для них и так сложно там жить, да, и еще когда вот такие ситуации, то это вообще, конечно, сложно. Участники отметили, что на сегодня женщины-мигранты – это не только наемные работники, но и успешные бизнес-леди. Они обеспечивают свои семьи, вносят посильный вклад в сохранение национальных традиций и семейных устоев. Но если говорить про Кыргызстан, это вообще отдельная история во всей Центральной Азии, потому что они изначально ехали как полноценные работники, наравне с мужчинами они работали. Я даже помню, когда я ехал в Бишкек в поезде, мы с супругой ездили отдыхать на Иссык-Куль в 2009 году, с нами в купе ехала женщина, она была крановщицей. То есть это сугубо такая мужская профессия, сложная. Не крановщицей на заводе, а крановщицей при строительстве высотного дома. То есть это для меня был очень большой показатель. Успешных женщин много, но по сравнению с тем, что большинство имеют, да, работу физическую и не всегда соответствующий на их уровень образования. И все это меня очень радует, потому что эти все женщины в репродуктивном возрасте. Местом притяжения участников мероприятия стала выставка детских рисунков на тему женской миграции. Лицо миграции, оно разное. Если раньше было оно мужское, а сейчас уже оно и женское, и детское. Когда мы спросили, в чем смысл, мы сначала не поняли вот этот смысл этого рисунка, а потом ребенок говорит, что женщина, если даже находится в миграции, здесь зарабатывает, семью кормит, содержит семью, но все равно душой женщина там, где ее семья, где ее дети. В мероприятии приняли участие депутаты Чугурку Кенеша, представители администрации Свердловской области, консулы ряда стран, члены кыргызской диаспоры. Их через видеообращение поприветствовали экс-президент Роза Тумбаева, региональный директор структуры ООН «Женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир. Также утром женщина встанет, в череде бесконечных забот, красота потихоньку вянет. Жизнь всего ей дала сполна, испытаний в полном объеме, но в кругу своих близких она, словно солнышко, светит в доме. Конференция проводится третий год подряд. Заключительным ее итогом стала общая резолюция с предложениями по решению наболевших проблем мигрантов. Она адресована представителям госорганов России и Кыргызстана. Четвертое по счету мероприятие состоится в Москве. Состоялась передача эстафеты представителям кыргызской диаспоры в российской столице. Мирбек Молдакунов, Аскар Ланулу, Алату 24, город Екатеринбург.